смотрите в программе. Восстановление рынка труда на Дальнем Востоке после пандемии обсудили главы регионов с Юрием Трутневым. С открытием городского пляжа в Якутске сотрудники ГИМС отправились в рейды. А на Черном море учения проходил первый в российской истории полностью женский экипаж. Продолжаем эфир нашего канала новостями к этому часу. Рынок труда на Дальнем Востоке Айсан Николаев обсудил с Юрием Трутневым. Вице-премьер и главы регионов остановились на проблеме, что ограничительные меры привели к увеличению официально зарегистрированных безработных граждан. На Дальнем Востоке цифра составила в 3 раза. Вице-премьер напомнил, что президентом России было принято решение об оказании помощи гражданам, оказавшимся без работы. Это выплаты в размере 12 тысяч рублей. Такая мера позволила не допустить социальной напряженности в регионах. В то же время на предприятиях Дальнего Востока ощущается нехватка кадров. Пустуют 209 тысяч рабочих мест, и освободившиеся вакансии нужно распределить среди местного населения. Но перед этим необходимо обратить внимание на их дообучение, а также повысить эффективность работы служб занятости во взаимодействии с соискателями. Также вице-премьер поблагодарил глав регионов за работу по повышению инвестиционной привлекательности. Отдельно Юрий Трутнев отметил и успехи в Якутии. Хочу поблагодарить присутствующих глав регионов за хорошую работу по повышению инвестиционной привлекательности. В 10 из 11 регионов Дальнего Востока, кроме Хабаровского края, зафиксирована положительная динамика. Республика Саха-Якутия вошла в топ-20, в топ-30 вошли Камчатский край, Амурская область, Сахалин. Лидером роста стал Забайкальский край. Водительские права, истекающие с 15 июля, будут действительны до конца этого года. До этого срока они будут действительны, а предварительная запись на получение услуги по замене водительского удостоверения проходит на сайте госуслуг. Вместе с тем граждане могут лично обратиться в регистрационно-экзаменационные подразделения госавтоинспекции. Для регулирования потоков посетителей будут использоваться системы электронной очереди. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. В ведомстве отметили, что в этом году в период с 1 февраля по 15 июля замене подлежали более 2 миллионов водительских удостоверений. 3 села в Сунтарском районе Якутии остались без света из-за грозы. Она спровоцировала аварию на линиях электропередач, оставив без электричества села Кимпиндяй, Илимнир и Алаган. В данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы. Также в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 4-квартирном жилом доме в селе Устья. Как следствие, в одной из квартир загорелся матрас. Предположительно, причиной стало короткое замыкание в результате грозы. Огню распространиться не дали, жилой дом спасли, пострадавших при пожаре нет. В Якутии за сутки выявлено 42 новых случая коронавирусной инфекции. 34 из них в Якутске, 3 в Верхоянском, 1 в Мирнинском, по 2 в Нерюнгринском и Намском районах. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы. Всего с начала пандемии зарегистрировано порядка 4800 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 79% из них в столице региона. За сутки лабораториями республики проведено более 2500 исследований, а с начала пандемии обработано 255 тысяч анализов. Жаркая погода привела жителей Якутска к любимому месту отдыха – пляжу в 202 микрорайоне. Накануне, после тщательной подготовки, его официально открыли. Традиционные инспекторы ГИМС патрулируют территорию и выдают памятки о поведении на воде. В очередной рейд с ними отправилась Агафья Гоголева. Жаркая погода привела жителей столицы к излюбленному месту отдыха на городской пляж. 11 июля он официально открылся. Территория находится под пристальным наблюдением сотрудников правоохранительных органов и охранников пляжа. Мы отвечаем за безопасность людей, чтобы они далеко не поплыли. На песке тоже мы отвечаем, чтобы там не спали, не загорели, чтобы солнечный удар не взяли, как-то так. По информации МЧС, с начала года по Якутии зафиксировано снижение происшествий на водных объектах на 14%. Самые распространенные нарушения – управление маломерным судном без документов или в состоянии алкогольного опьянения, а также передача управления третьему лицу. Только остановил лодку и посмотрел там документы, а также посмотрел там бортовые огни, бортовые номера, грузоподъемность и мотор тоже посмотрел. И в жилетах они или без жилета тоже посмотрел, все нормально вроде.
Также госинспекторы по маломерным судам проводят профилактические беседы и с отдыхающими, вручают им правила поведения на воде. Внук, мальчик, да. Мальчик знает, да, как Да, вести себя на воде? да. Не боитесь? Не, я смотрю за ним. А раньше где вы купались? Здесь тоже на городском. Да, когда не было коронавируса. И как, на ваш взгляд, вода? Теплая. Вот здесь вот поближе, она очень теплая. Хорошо нагретая. Сотрудники ГИМС призывают граждан соблюдать элементарные правила поведения на воде. Главное следить за детьми, чтобы они не оставались, в общем, без присмотра никогда. Главное, не распивайте на пляже и не купайтесь в алкогольном опьянении. Культурно себя вести. Далеко не заплывайте. Рейды проходят на регулярной основе. Напомним, в столице республики только одно оборудованное место для купания. Это городской пляж на 202-м микрорайоне. Агафья Гоголева, Илья Сыромятников, Якутск. Патрульный катер с исключительно женским экипажем впервые вышел в Черное море. Там прошли учения, в которых дамы доказали, что тоже могут нести военную службу. Подробнее Никита Конев. Впервые в истории российского флота в Черное море вышел патрульный катер, весь экипаж которого состоит исключительно из женщин. Команда выполнила широкий спектр упражнений. Военнослужащие готовились к противодиверсионной обороне. Среди прочего, они отработали метание гранат и эвакуацию с тонущего судна. Этот выход в море стал символическим шагом. Женщины все чаще вступают в ряды российской армии, но по большей части вооруженные силы остаются для них закрыты. По признанию капитана катера Анны Брикис, родные и близкие были в восторге, когда узнали о ее назначении. Когда узнали, что я буду служить на флоте, тем более возглавлю женский экипаж, первый на Черноморском флоте, мне сказали: умничка, молодец. Мама всегда говорила: я в тебя верю, ты молодец, ты справишься, ты лучшая. Муж также поддерживает с сыном всячески. То есть все только за. А почему нет? В России существует список профессий, в которых запрещено работать женщинам. Они считаются слишком опасными и тяжелыми. В следующем году правительство страны планирует существенно сократить этот перечень. Сегодня православные христиане отмечают День святых Петра и Павла. В честь этого праздника в Якутск прибыли частицы святых мощей. В течение недели верующие столицы смогут поклониться им в Преображенском храме. Ежедневно в 12 и 17 часов перед мощами пройдут молебны. Апостолы Петр и Павел – одни из самых почитаемых святых в Русской Православной Церкви. Апостол Петр – один из 12 ближайших учеников Иисуса Христа. Апостол Павел изначально был гонителем христиан, а после обретения веры стал одним из самых ревностных ее защитников. Мощи – это тело почившего, или в данном случае убиенного, они погибли мученически, праведника. Да? Сегодня это апостолы Петр и Павел. Как правило, с течением времени мощи разделяются на фрагменты и передаются в разные храмы. Это такой благочестивый обычай разделять мощи церковные, связанные с тем, что в каждом храме хочется людям каким-то образом помолиться с теми, кто находился рядом со Христом. Цветы советскому и российскому ученому-историку возложили в Якутске. У дома номер 25 на проспекте Ленина у мемориальной доски государственному и партийному деятелю почтили память Егора Алексеева. В день его рождения отдать дань уважения пришли представители власти, коллеги, родные. Участники отметили неоценимый вклад Алексеева в историю республики. Его труды имели высокое значение при выработке политики региона в области развития государственности, местного управления, взаимоотношений с федеральным центром. Он автор 30 научных монографий, книг, брошюр и более 400 статей. Папа был очень искренним, добрым человеком. Он воспитал не только нас, но практически воспитал своих внуков. И последний юбилей мы праздновали, когда ему было 80 лет, это было 10 лет как раз назад. Он еще был, но за эти 10 лет, получается, у него родилась правнуч, 2 правнучки родились, внук. Завтра сдает ЕГЭ по истории, что тоже было для нас удивительным, хотя мы в семье, мы все технари, и вдруг мой сын, его зовут Егор, тоже выбрал, значит, ЕГЭ, сдает историю. Будет поступать тоже где-то на гуманитарные какие-то науки. Премию главы Мирного «Мастер года» провели среди лучших сотрудников. На днях стали известны имена номинантов. Среди них водитель вездехода с 40-летним стажем. С профессионалом своего дела встретилась наша коллега Ивана Филиппова.
Легендарный вездеход ГАЗ-71 – незаменимый транспорт для геологов. Вот уже около 40 лет Мушариф Гусейнов отвечает за бесперебойную работу техники в полевых условиях. В его трудовой книжке только одна запись – принят на работу в Батовинскую экспедицию. С 1981 года поменялось лишь название предприятия. Пришел работать в экспедицию водителем в полевой отряд. Так и продолжает работать. Специфика работы заключается в том, что в зимний период он работает водителем, а в осенний, весенний период, когда наступает распутица, а работы выполняются у нас в тайге, и автомобиль проехать не может, он пересаживается на вездеход. Также в летнее время водители вездехода проводят ремонт транспорта, подготавливают ее к следующему зимнему сезону. Мушариф Гусейнов говорит, машинист должен знать каждую деталь своей техники, чтобы в случае поломки быстро устранить неисправность. В тайге в 50-градусные морозы простоев не должно быть. Якутия, такая техника самая лучшая. Прохождение по болоту, по воде везде пройдет. Если опытный вездеходчик, нигде не сядешь. Если опыта нет, то может в любое место посадить его. В практике водителя таких случаев не было. Его в коллективе уважают и ценят за знания, добросовестное отношение к работе. А еще он отец семейства. У Мушарифа Гусейнова 4 детей и 3 внуков. Для него семья самая ценная. Что мой дедушка работает, и ему столько лет. Я горжусь своему деду, что у него такая хорошая работа. Я его сильно люблю, дедушку моего, уважаю его. Мушариф Гусейнов – пример для своих детей. Он своим трудом доказал, что человека красит прежде всего его заслуги и уважение коллектива. Мы вообще папой гордимся. Он как приехал сюда, ему было 26 лет, и получается, всю жизнь он проработал в одной организации. Его постоянно награждали, у него есть награды, почетная грамота, благодарность, медаль ему президент республики подарил, часы. К этим наградам прибавится еще и грамота от главы города. Мушариф Гусейнов стал лауреатом премии «Мастер года-2020», которую присуждают лучшим представителям рабочих профессий. По традиции ее торжественно вручат в День города. Иванна Филиппова, Артур Гуликов, телеканал «Алмазный край». И на этом у нас пока все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.